Так, сегодня у нас вот такой вот Honda Везель на обслуживании, полное техническое обслуживание, замена всех технических жидкостей. Масло залили в двигатель Gulf Western 020 со всеми фильтрами, салонные, воздушные, масляные фильтра, фильтра Япония. Так, поменяли масло в вариаторе со всеми фильтрами, фильтра Babcock. Масло залили оригинал Honda Ultra HCF2 оригинал. Японский антифриз, концентрат развели Carcool, отличный Long Life. Он у нас испытанный на морозе при минус 50. Даже больше были градусы, не замерз, вообще даже густоты не было, как водичка. Вот. Сейчас будем еще менять тормозную жидкость. Тормозную жидкость Японию будем сюда заливать. Марка Seiken DOT 4. Есть еще у нас TCL DOT 4. Сейчас в основном заканчиваем Seiken. Так вот работаем. Что хочу сказать про технические регламенты замены масел и жидкостей. Значит, масло в двигателе надо менять каждые 5000 километров. Больше 5000 у нас ездить нельзя. Кто держит машины под Наташами, у кого колматит на работе целый день, тому надо в 3000 менять масло. Чем раньше, тем лучше. Никакое масло по качеству, какое бы оно золотым или качественным, или японским, или американским, или каким там российским не было бы масла, оно все равно не будет ездить больше пятерки. К сожалению, это связано с тем, что современные мотора уже крутятся у нас по 1200 на гибридах, они большие обороты имеют, поэтому и ресурс масла в 2 раза сокращается. Это первый момент. Во-вторых, эти двигателя с экологией, у них есть система рециркуляции газов, у них есть непосредственный впрыск. Все это говорит о том, что масло надо менять только в 5000, не больше. Больше ездить нельзя на этом масле. Потом масло должно быть качественного формата, 0,20 обязательно гибриды. Но мы для себя выбрали масла такое, как Moly Green Premium и Gulf Western. Что еще могу рассказать? Про замену интервала масла в коробке и вариаторе 30 тысяч километров. Больше ездить нельзя. Если вы перекатаете хотя бы 10 тысяч километров, это чревато тем, что вариатор потом у вас просто не поедет. Вот. Масла надо заливать хорошие, только оригинал Honda HCF2 в этот автомобиль конкретно, либо можно заливать хорошие аналоги. Хорошие аналоги я могу посоветовать. Вот тоже у Гульфа есть хорошие аналоги, мультимарочные жидкости, они подходят под все регламенты. То есть у него есть все допуски Honda, допуски Toyota, допуски Nissan и NS3. Такое масло можно заливать в эти автомобили без проблем. Оно по цене будет дешевле. Вот. Но у кого есть деньги, лучше заливайте оригинал. Не нужно рисковать. Как бы так. Потом могу рассказать то, что регламент замены жидкости охлаждения в радиаторе, ну вообще в системе охлаждения данного автомобиля, здесь одноконтурная система, у него только в двигателе есть контур охлаждения, поэтому здесь меняется масло, то есть жидкость тормозная раз в 5 лет. Если вы будете заливать сюда нормальную качественную жидкость, это вот типа вот концентраты TCL японские, есть TCL Power Cool Light, по-моему, называется как-то Power. Он синий такого цвета, он идет до минус 40 максимум. И такую жидкость тоже можно заливать раз в 5 лет. Они меньше превращаются в кислоту. То есть у них срок службы этих антифризов японских намного больше, в 2 раза больше может быть даже,
чем различные Toyota, ну, дешевые антифризы. Это российские различные антифризы. Тот же самый Татачи. Есть еще у нас, как же он называется-то? Да много их. Лукойловские антифризы, по-моему, есть. Различные антифризы есть. Синтек тот же самый. Вот, эти антифризы чуть-чуть ходят поменьше по годам. Ну, если их менять там раз в 2 года, там, допустим, то, в принципе, тоже имеет место их заливать, если они не мерзнут. Вот. Минус 50 допуск должен быть в наших морозах. Но желательно в Хонду заливать зеленый либо синий антифриз, в Тойоту красный антифриз. Конкретно по везелю надо зеленый либо синий заливать. Что еще могу сказать? Есть визеля, которые идут 4 выдовые. Это у нас, у них есть задний редуктор. В задний редуктор заливается масло DPSF2. Тоже оригинал, только оригинал хондовский. Сюда можно заливать. В принципе, больше как бы желательно ничего туда лить не надо. Из российских и остальных аналогов вообще нельзя заливать. Потому что у них различные допуски, различные смазывающие и присадки другие, и все другое. Поэтому рисковать не стоит. Ну, а нарветесь ли вы на подделки, не подделки? По оригинальным хондовским маслам и жидкостям могу только одно сказать, что заказывайте у проверенных поставщиков, как мы делаем. У нас есть проверенные поставщики, которые имеют все сертификаты. Эти ребята занимаются уже давно на рынке автомасел и автохимией. И они не будут портить себе репутацию плохими жидкостями. Все исключительно завозится со стран Японии, Малайзии, через Китай, скорее всего. Как бы так, все это делается так. Но тем не менее, жидкостя реально хорошие и качественные. Так что, ребята, обращайтесь в Гибрид-центр. Мы стараемся для вас возить самое лучшее. Уже 3 года мы занимаемся гибридами, и я уже начал разбираться во всем этом, как бы так. Ну и стараюсь плохие жидкостя не возить. Если что-то и покупаем, то только в нормального качества. Даже аналоги я использую только хорошего качества. Вот так вот. Все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. ВК, Телеграм группа есть, WhatsApp группа есть. Ну и как бы так.